Утро на телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Вероника Павлова. Здравствуйте. На календаре четверг, 21 сентября. В Чувашии многодетным семьям участников СВО могут начать предоставлять жилье вне очереди. Проект закона планируют рассмотреть сегодня на сессии Госсовета. Депутаты обсудят поправки в региональное законодательство, согласно которым семьям участников СВО, имеющим 5 и более детей, предусмотрено предоставление жилья без очереди. Между тем, необходимо учитывать интересы и других категорий граждан, имеющих право на получение квадратных метров от государства. Все нюансы будут рассмотрены во время заседания. Кроме того, парламентарии обсудят альтернативную меру поддержки многодетным семьям – денежную выплату взамен земельного участка. Подробности ждите в наших следующих информационных выпусках. Чаще всего мошенникам переводят деньги новочебоксарцы. За ними следуют жители столицы и Канаша, а также Шумерлинского, Чебоксарского, Алатырского и Марпасадского округов. Такую статистику опубликовал в своем телеграм-канале руководитель региона. В этом году жители Чувашии перевели мошенникам 567 миллионов рублей. Это на 71% больше, чем в 2022. К примеру, только жители города Спутника перечислили преступникам 68 миллионов. А аферисты, чтобы выманить у доверчивых людей больше денег, каждый раз придумывают новые схемы. В ход идут и социальные сети, и QR-коды в общественных местах. Когда в Чувашии начнется отопительный сезон? Готовы ли коммунальные хозяйства к предстоящей зиме? На все эти вопросы сегодня ответят во время прямого эфира ВКонтакте специалисты профильных ведомств. Трансляция начнется в Госпаблике «Чувашская республика» в 11 часов. Спикеры – первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Владимир Максимов, а также руководитель Госжилинспекции Виктор Кочетков. Свои вопросы по поводу предстоящего отопительного сезона можно оставить под этим постом в комментариях или в чате прямой трансляции. Напомню, она начнется в 11 часов. Сегодня свой столетний юбилей отмечает архивная служба Чувашии. Отпраздновать эту дату планируют с размахом. В Чебоксары пригласили представителей федеральных архивов, ученых и специалистов из соседних регионов. Всероссийская научно-практическая конференция «Круглый стол». Эксперты обсудят роль архивов в современном обществе, а также внедрение в эту сферу цифровых технологий. Участники планируют заложить и аллею архивистов возле нового здания госучреждения в Чебоксарах. К слову, на сегодняшний день в архивном фонде Чувашии хранится более 3 миллионов документов. Самый старый датируется 1639 годом. Это указная грамота по выдаче жалования строителям Киева Николаевского монастыря в Алатыре. К слову, архивная сеть Чувашии состоит из 2 государственных и 25 муниципальных учреждений. В них трудится почти 180 человек. К слову, в 2 часа дня в Чувашской филармонии начнется праздничный концерт, посвященный вековому юбилею архивной службы Чувашии. Вход свободный, приглашают всех желающих. Таковы вести к этому часу. Оставайтесь на телеканале «Россия».